вами снова Нескучайка. Несмотря на режим ограничений, воспитанники Государственного концертного зала Башкортостан не сидят без дела. Они продолжают заниматься, хоть и удаленно, но очень успешно. Участники эстрадного балета «Кредо» с удовольствием выполняют задания, которые дает им руководитель коллектива. Меня зовут Вероника Андреевна Горшунова, я руководитель эстрадного балета «Кредо». Сейчас наш коллектив, как и все остальные коллективы, находится на онлайн-обучении. Конечно, дети занимаются дома, отправляют фото и видеоотчеты о проделанной работе. Но все это не может заменить общие репетиции в зале и живое общение. Когда я общаюсь с учениками, я понимаю, насколько они соскучились по мне, по друг другу и по нашему красивому государственному концертному залу Башкортостан. Звонят родители и говорят, что даже не представляли, насколько много значат танцы в жизни детей. Только сейчас понимаешь, какая интересная и насыщенная у нас была жизнь. Это концерты на ведущих площадках города, сдачи и прогоны, совместные репетиции, участие в конкурсах и походы в театр. В этом году наш коллектив приготовил 4 новых номера, 3 из которых посвящены победе в Великой Отечественной войне. Все это мы должны были показать на отчетном концерте, который должен был состояться в апреле, но из-за пандемии концерт переносится на осень. Коллектив эстрадного балета «Кредо» приглашает всех желающих в наш коллектив и на отчетный концерт, который состоится осенью. С нами на связи Самира Кузбекова. Самира, расскажи, пожалуйста, нравится ли тебе заниматься в эстрадном балете «Кредо» и дружный ли у вас коллектив? Мне очень нравится заниматься в «Кредо». Нравится наш любимый педагог Вероника Андреевна. Мы часто помогаем друг другу. И если кто-то что-то забыл на концертах, мы обязательно делимся, например, заколками или резинками. Новеньким мы помогаем выучить танцы, а также мы ходим друг к другу на дни рождения. Всем коллективом мы ходим в театр. Расскажи, пожалуйста, как ты занимаешься танцами сейчас? Нам на онлайн-обучении дают такие задания, как ежедневная партерная гимнастика, прохождение онлайн-мастер-классов и просмотр онлайн-спектаклей балетов. А нравится ли тебе заниматься так? Онлайн-обучение я считаю неполноценным. Конечно, нам дают задания, и мы их выполняем каждую неделю, но мы хотим быть вместе и общаться, и хотим танцевать в ККС Башкортостан. Да, согласна, что танцевать надо всем вместе и обязательно на сцене Государственного концертного зала Башкортостан. А сейчас мы продолжаем знакомить вас с участниками эстрадного театра детской песни «Чудесство». Здравствуйте, меня зовут Ольга Гончар, я являюсь руководителем театра песни «Чудесство». В нашем театре песни дети занимаются вокалом, танцуют, а также играют различные роли в наших театрализованных концертах и также являются ведущими концертов. Детки занимаются у нас с 3 лет, ну и до бесконечности, ну где-то до 15-20 лет. И сегодня я хочу вас познакомить с яркой личностью, с очень талантливым человеком, с нашим солистом. Он очень артистичный и музыкальный, а зовут его Рафиков Марат. Марат, расскажи о своих увлечениях. Я занимаюсь не только вокалом, но и дзюдо, еще промдизайном и электроникой. Ведь у вас театр песни, значит, вы не только поете. Мы и поем, но и играем различные роли. Эта гитара – мой реквизит к песням марионетки. Мой мир огромен, а я так скромен. Вся жизнь спектакль, я в ней актер. Мой мир огромен, а я так скромен. Вся жизнь спектакль, я в ней актер. Актер лицедей, добряк и злодей. Не ради людей, а ради искусства по жизни играю. Я все секреты ваши знаю. Вы в зале сидите, и ваши нервы словно нити надежно пришиты пальцам моим.
А вот еще одна, совсем юная солистка театра Аминова Юнона. Юнона, расскажи, чем ты любишь заниматься? Я занимаюсь большим теннисом. У меня есть большая вот такая ракетка. И я ей когда поищу. У тебя есть любимая игрушка? Моя любимая игрушка Карл Мопс. Она умеет стоять на задних лапках и умеет лаять. А какая твоя любимая песенка? Уже почти 2 дня я сижу и рисую. Красок много у меня, выбирай любую. Я раскрашу целый свет, самый свой любимый цвет. Топ-топ, топотушки, пляж зайка на опушке, пляж ежик на пеньке, пляж чижик на стучке. Топ-топ, топотушки, пляж лапки, пляж тушки, пляж дрожки и хвосты. Что за и ты? Ой, я чуть не забыла о самом главном. Через несколько дней у нас же праздник – День защиты детей. К этому дню Государственный концертный зал Башкортостан подготовил мультконцерт. Сейчас об этом расскажет режиссер Ильшат Магафурович Фахердинов. Мы выбрали те мультфильмы, те песни, которые интересны нашим артистам. Вот. Это в первую очередь, чтобы им было интересно спеть. Где-то они чувствуют эту песню, где-то они любят этот мультфильм, свой интерес какой-то. И мы решили передать именно те произведения, те песни, которые интересны нам. Я думаю, что из этого должно что-то получиться. Настроение очень позитивное. Во-первых, праздник очень необычный, 1 июня. У всех есть дети, во-первых, да, у всех артистов. И они всегда вспоминают, наверное, своих детей и вспоминают, как бы они воспринимали этот мультфильм или эту песню. И поэтому было только всегда позитивное настроение. Что касается репертуара и подготовки, именно как сложно ли было сложно, потому что есть очень сложные песни, дуэтные вещи, квартетные, то есть где они все 6-7 исполняют песни. Были некие такие трудности, но мы их преодолели, потому что работая с профессионалами всегда, я думаю, что любые сложности будут по плечу. А я поздравляю всех ребят с приближающимся праздником и желаю никогда не унывать, побольше петь и танцевать с Государственным концертным залом Башкортостан. До новых встреч!